Здравствуйте, это информационная программа «Сегодня», в студии Георгий Плиев. Все важные события в материалах корреспондентов телеканала АЕР. И вот о чем мы сегодня поговорим. Пропускной пункт не откроют, но остальные вопросы будут решаться оперативно. Премьер-министр побывал в селе Арцев. Осетинские танцы, мастер-класс национальной кухни, знакомство с флорой и фауной. Проект «Башни Кавказа» в Алании. Национальный колорит, талантливо воплощенный на холсте и в скульптуре. Открылась выставка Вадима Каджаева и Андрея Касабиева. За последние годы многочисленные проблемы сел республики решались в штатном режиме, но их еще достаточно. Правительство республики должно решать все возникающие и нерешенные вопросы, будь то проблема нехватки питьевой воды, качество или отсутствие дорог, доступность медицинского обслуживания и многое другое. Сегодня глава Кабинета министров Эрик Пухаев был в рабочей поездке в одном из сел приграничья. Итоги поездки в материале Розы Тедеевой. Проблемы села, вода, дороги, медицинское обслуживание. Особенно остро их ощущают отдаленные села, в их числе и Арцев Цхинвальского района, куда для встречи с населением прибыл премьер-министр Эрик Пухаев. Председатель правительства решил посетить приграничное село после недавней встречи с частью жителей, когда наряду с обозначенными проблемами жители поставили отсутствие пункта пропуска в селе. شدی فچاق فرست ایز خیشاده آخر فرست کشه خیشاده داشتیناده خب ما کلم پکنود ایز آخر نخواست کد گزدارستوی بیزاپاست است ما اوش فرست من ما شده نیستم شما اوش فرستاس کد پکنم زنو تای ما خن نسخه کتی مپندر نیش آخسته تاییس ندر اکانومیکو ندر پولیتیکو نخواسته تا من فچاق وابروس فچاق فارس شورتا توش форстен ما оскучал канен най. Очень остро в селе стоит вопрос медицинского обслуживания. Более 300 человек обслуживает медицинский пункт, который нуждается в ремонте. В этом году на косметический ремонт заложены небольшие средства. Однако, по мнению жителей, здание не подлежит ремонту. В медпункте нет врача. Первую помощь оказывают 2 медсестры. У нас нет врача, нет возможности, чтобы приглашенный врач на постоянной основе жил здесь. Если есть возможность, то сделайте так, чтобы врач хотя бы 2 раза в неделю приезжал и принимал жителей. В селе нет скорой помощи, а из-за плохих дорог они поздно приезжают из центра. Есть первая помощь, которой населению не хватает, и они жалуются, что не хватает просто и медикаментов тоже. Скорой помощи нету. Смертельные исходы были в связи с этим, что не успевала скорая, а у нас не было. Из скорой квой, обеспечивать, они орцевые, грунда, на напитали. То есть то, что помощью машина автоназарнан таккарой сумеджени фалауджени. Министр здравоохранения Георгий Точиев, выслушав жителей, заверил, что Минздрав будет работать над решением проблем и поднимет уровень медицинского обслуживания в селе. Еще одна проблема, которую отметили жители – нехватка воды, особенно в летний период. Воды постоянно не хватает. Вдобавок, жители орошают и огороды, поэтому до отдаленных дворов она вообще не доходит. فورون دراز دام خود تفعله نشاز و چگن منه تبدون تست مثل فکن فلرایون نقد و شمی معامله باشا گروی نشاز В этом году районная администрация планирует приступить к ремонту короткой дороги, которая выходит в село Хельчуа. Эта дорога значительно сократит путь в город. Дорога в проезжем состоянии, однако нуждается в улучшении. Общественный транспорт из Арцев едет 2 раза в неделю. Однако премьер-министр поручил пустить еще и 3-й рейс по воскресеньям. شخص ابتگورت من خاص جوای سکنوی ما
رات نوش خسته ورد شابون در راگاشو شمیال دیگه شو ترانسپورت نکدی خیس راست کنار و سم رگولار نشه جنگت شابون فلاله پیلوت می‌آورد آدم سخی دو منویش کمر شخوی کمر شدار خالص تقایم باید مثلا خاصی مثلا بازاروی کنه. В Арцею есть собственная пекарня, однако очень часто возникает проблема с подвозом муки. Премьер-министр заверил жителей, что этой проблемы больше не будет. Роза Тедеева, Арсен Гасиев, информационный выпуск сегодня. В актовом зале Дома правительства сегодня состоялось открытие совместной выставки живописца Вадима Каджаева и скульптора Андрея Касабиева «Памяти предков». В экспозиции представлены полотна и скульптуры, рассказывающие о жизни осетинского народа, грамотным образом сопряженные с сущностью национального духа. Рассказывающие не нудно и громко, все работы отличаются особым неповторимым стилем и грамотностью исполнения. Выставка продлится до сентября, так что всех, кто неравнодушен к искусству живописи, ждет немало приятных моментов и открытий. Зарина Кочева с подробностями. Все полотна Вадима, будь то пейзаж или портрет, суровые и как будто сдержаны. Здесь нет буйства красок, но величественность и характерность образов не оставляет сомнений. Перед нами история и современность героического народа. На выставке представлены работы Вадима Каджаева разных лет, посвященные родной Осетии. Впервые в экспозицию вошли все картины мастера. Представлены и скульптурные работы известного осетинского скульптора Андрея Касабиева. Открытие выставки собрало многих, в их числе президент республики Анатолий Бибилов, друзья и родные художника. Mavi kezanen teva mohan shterkodu iron odemen iron aygoden Donetsk bete shterderovon kashum ham daris vodime kustetan manam bachigan nikudai zavon manam bachigan hashkutodem خمت اگر زاگی خزر باید این چطور میخوایم از روش کسیم شوربانه بودن مسافت دون اما راستاگی لگن یزردن تاختر کسیم باید دون وید خیمیم برای من هاشه کستم دین زخون سی آدم ها کشیم زردمه باکسیسیز وارزه سی مدن خورزه خواستیس بشاده من یک کستن هم ایرستون نفعه وارده Donetského naselí kejzánától štrkhodom. Kasabíte lakuji kosada kejzánától kaše chažoro može najít. Orase vyvačiken najít chažoro mo. Ja kostata kamandiš deste labora eštrodan. Učovný kandel. Ocham chažor najít, ocham odajmot najít. Ama jolo kostar chýšen kene, andarozom bokostají. Ja budete ma jezardaj šís. Umak bokese ve bečenushin korante, Andrein korante, legmeder rochizm boydanč. Ценители искусства с интересом рассматривали работы автора. Многообразие образов, связанных воедино любовью к родине, впечатляет. Здесь и сюжеты нардского эпоса, картины непростого горского быта. Здесь и светлая тема рождения скифского ребенка, наследника своего народа. Тема достойной жизни и героической смерти. При этом на каждом полотне некая незримая печать грусти. Центральное место в экспозиции занимает трехстворчатая картина «Реквием». Это дипломный проект автора, лучшего выпускника 2009 года Санкт-Петербургского государственного института живописи имени Репина. На полотне запечатлен момент прощания с последним из аланских царей. Вадим Каджаев всегда радует своими работами. И практически в каждой работе какая-то сила, энергия, какая-то энергетика, которая проходит, наверное, сквозь человека. Я не критик, конечно, но то, что эти работы, они впечатляют, даже не знатока искусства, это, конечно, есть. Ну, особенно радует его дипломная работа, которая была еще в 2009 году сделана. Каждая
каждое лицо это свои какие-то чувства, свои какие-то внутренний мир какой-то открывается. Ну, конечно, ему огромное спасибо родителям, что дали нам такого замечательного человека, художника, товарища моего. И, конечно, желаю успехов. Сам Вадим Каджаев отметил, что выставка уже была представлена во Владикавказе. Здесь, в родной республике, были проблемы с организацией выставки, но все же ее удалось открыть. Выставка под названием «Памяти предков» специально мною подготавливалась для того, чтобы ее проводить в Осетии. Здесь, конечно, присутствуют сюжеты и из других народных, например, есть скандинавские, но они немножко перекликаются с моей дипломной работой. Там тоже обряд такой погребальный, поэтому я посчитал, что она, в принципе, может дополнить эти картины, которые были сделаны на тему осетинского народа. Конечно, были проблемы с помещением, где проводить выставку. Хочется, чтобы этот вопрос все-таки на уровне правительства как-то решался. В государстве Алания у нас нет ни одного выставочного центра. Это очень... Многие из присутствующих отметили, что картины, представленные на экспозиции, побуждают заглянуть в себя, прислушаться к внутреннему голосу. Я очень рада, что состоялась эта выставка, что удалось привезти ее в Южную Осетию, несмотря на трудности, которые были у Вадима. Я от себя хочу пожелать ему больших успехов в будущем. Скульптор Андрей Касабиев, чьи работы также были представлены здесь, рассказал, что готовились к выставке 2 года. Касабиев после этой выставки сразу же выставит свои работы уже на другой выставке, которую организует Союз художников Южной Осетии. Практически их Вадим выбирал, потому что изначально идея была его, этой выставки. Уже где-то года 2 тому назад он мне первый раз сказал, давай выставляться, я согласился. И вот в течение 2 лет мы как-то пытались, наконец-то нам это удалось. До конца месяца все желающие могут прийти в зал заседания правительства и посмотреть работы наших земляков Вадима Каджаева и Андрея Касабиева. Вадим Каджаев родился здесь, в Южной Осетии. Сейчас вместе с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге. Картины художника находятся в частных коллекциях по всему миру. Вадим – заслуженный художник Южной Осетии и член Союза художников России. Зарина Кочева, Азамат Кудзев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. После жестоких кровопролитных действий грузинской армии на протяжении 3 дней жители, потерявшие надежду на спасение, еще не веря, что обрели спасение, встречали контингент российских войск на улицах разрушенного Цхинвала со слезами на глазах. О событиях тех дней материал моей коллеги Зарасы Кузаевой. Утром 10 августа 2008 года в Цхинвал входят российские войска. Позже грузинская власть назовет это вторжением на территорию Грузии, а западные политики будут рассказывать миру о том, что они полностью поддерживают Грузию, ее народ и вместе с ней переживают трагические события, произошедшие в их стране. Прекрасно зная о том, что происходит на самом деле, с чьей подачи Грузия нанесла мощный военный удар по Алании. Но суть политики некоторых западных стран такова. Неважно, кто виноват. Главное – геополитические интересы. The United States of America stands with the democratically elected government of Georgia. Today, we are all Georgians. Right now, we're focused very heavily on getting Russian forces out of Georgia. 10 августа 2008 года Россия пришла на помощь своим гражданам. К тому времени более 96% населения республики имели на руках российские паспорта. Пришла на помощь миротворцам на протяжении долгих лет, выполнявшим свою миротворческую миссию. Многих из них к этому времени не было в живых. Миротворческий батальон первым принял удар на себя. Когда цхинвальцы перестали надеяться, в город начали входить российские танки. 10-го увидел русские танки. Больше никто не умрет. Мне сын по телефону передал. Он недалеко от города, в Джавском районе, был в лагере. И мама говорит, не бойся, едет армия, говорит. И вот я это людям сообщила, а люди мне говорят, ты нас обманываешь, где же твоя армия? Значит, это единственный виток спасения был для людей.
Улицы Цхинвала заполнились нашими, рассказывают жители. Их молитвы всей республики были услышаны. В городе еще находились отдельные грузинские отряды, снайперы, но ничего не могло удержать жителей в подвалах. Они выходили навстречу российским солдатам. Я вместе с соседями находилась в подвале. Мы сидели в моем подвале, не помещались. Кто-то расположился под полками, кто-то прямо на полу. Дрожали от страха, так сильно нас обстреливали. Каждую секунду мы думали, что на этом все. Прощались с жизнью. Но когда вошли российские войска, мы вышли из подвалов. Все плакали. И самое главное, никто уже не боялся, разошлись по домам. И были спокойны, увидев российских солдат. Сегодня мы живем с огромной благодарностью в сердце простым солдатам, офицерам и командующим, отдававшим приказы спасти Южную Осетию. После войны в период восстановления на стенах домов, зданий часто можно было увидеть надпись «Спасибо, России». И вроде просто надпись, но сколько смысла и признательности было в этих двух словах за то, что благодаря русскому солдату мы остались живы. Зараса Кузаева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Самые древние на Кавказе архитектурные памятники отныне под зорким присмотром представителей молодежи, для которых сохранение и изучение истории древних наций – нечто большее, чем просто интересно проведенный досуг. Ведь культура в ходе образования становится личным достоянием человека. Международный проект «Башня Кавказа» начал работать в Южной Алании. В живописном месте Кударского ущелья Кефселт молодежь из Осетии, Дагестана и Москвы не только работают над облагораживанием башни Тайсаевых, но и участвуют в увлекательной познавательной программе. Марьяна Чочева побывала в штабе проекта. На базу дзюдо в село Кефселт, где расположен штаб молодежного культурно-исторического проекта межнационального согласия «Маяки дружбы Башни Кавказа», приехали гости. Проект проходит под девизом «Сохраняя наследие, сближая народы». И помимо работ по облагораживанию территории башни Таймазовых, проект включает и культурно-познавательную часть, которая знакомит гостей с историей, этнографией, флорой, фауной и культурой нашей республики. Автора ведущего цикла передач на телеканале ИР «Путешествие по родному краю» Владимира Габаева слушали с большим интересом. Поскольку ребята работают на лоне природы, Владимир Габаев ознакомил молодых людей с особенностями флоры и фауны нашей местности. Рассказал о целебных свойствах тех или иных растений, а также рассказал о видах пресмыкающихся, которые могут встретиться во время работ. Гости задавали много вопросов. Ночью какие-то проехали. Ну, откуда я знаю, куда-то поехали, уехали. Утром ребята говорят, что они убили 4 серны, 3 из них упали куда-то глубоко в пропасть. Их оставили, одну забрали и уехали. И вот такой вот браконьерство продолжается. Вот здесь у вас, может быть, вы тоже увидите. Серны здесь водятся, вот на этих скалах они ходят. Следующим этапом знакомства с культурой осетин стал мастер-класс по пивоварению, приготовлению осетинских пирогов, а также изготовлению фондю по-осетински «Дзакка» от местной жительницы Изольды Чочевой. Рагу – это женщина. Да. Она чем страшнее женщина, тем больше градус. Если она поддержать где-то неделю. Самым ожидаемым событием было обучение осетинским национальным танцам. Преподаватель танца Валана Бязарова взялась за эту ответственную миссию. Гости из Дагестана с удовольствием и огромным интересом сравнивали синт и хонга со своими национальными танцами. Как сообщил в своем интервью нашему телеканалу автор проекта и руководитель творческого объединения «Маяки дружбы» Руслан Гусаров, изначально данный проект был задуман для знакомства народов друг с другом, для того, чтобы ошибочные стереотипы о народах Кавказа и не только были развеяны. И не менее важной целью проекта является привлечение туристов и развитие туристического потенциала отдаленных регионов. Для этого каждый день участники проекта ведут электронные дневники в интернете на своем официальном сайте нашибашни.ру. На данный момент ни один участник проекта не может сказать, что жалеет о своем участии. Вечер в лагере дзюдо завершился в не менее дружественной обстановке, за пиршеством, с песнями, танцами. За прекрасный прием благодарность выражали Бала Бестаеву. Марьяна Чочева, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня. Учащиеся городских школ республики приехали с дипломами и грамотами из летней школы точных наук. С 17 июля по 8 августа в городе Владикавказе была открыта летняя школа для школьников с математическим складом ума.
Первый модуль проводился в Северостинском государственном университете, второй модуль в турбазе «Динага». Наш корреспондент Агунда Губозова расскажет подробности. Летняя школа точных наук организована Владикавказским научным центром Российской академии наук, Северостинским государственным университетом имени Хитагурова и Владикавказским центром непрерывного математического образования 4-й год подряд. Школьников в течение 10 дней обучали математике, информатике, физике и робототехнике. Ребята приехали из лагеря, отдохнувшие с большим багажом знаний. Занятия проводились в течение всего дня. Но во время перерывов ребята умудрялись играть в разные игры. О своих эмоциях рассказал ученик 6-й школы Ливан Захов. Учителя там были, конечно, добрые, веселые. У нас хоть и весь день шли занятия, но у нас были перерывы, и во время этих перерывов, которые длились по 30 минут, мы играли в мяч или еще что-либо. Наш 4-й или 5-й день, я даже не помню, когда у нас был, скажем так, выходной, мы пошли в поход, очень весело и интересно. Мы вначале пришли к этому водопаду, хоть и путь был довольно тяжелым, прям через гору и лес. Я надеюсь, что в следующем году мне удастся еще раз попасть в летнюю школу точных наук. Математические задачи были достаточно сложными, но участники из нашей республики справлялись с ними и показали достойный результат. Там именно вот эта обстановка была очень правильная, очень здоровая, очень именно рабочая обстановка. Мы же, конечно, зунгедар покутты, но я же говорю, нам было легко. Детям вообще всем было легко, они все были очень активные, вот этих лиц не было, это был диалог, они всегда выполняли домашние задания. Правда, они очень хорошо себя показали, так в те несколько минут, когда я общалась с Верой Сергеевной, она каждый раз это отмечала. Ребятам настолько понравилось покорять вершины математических знаний, что они с нетерпением будут ждать приглашения и на следующий год. Отрадно заметить, что ребята за время пребывания ни разу не брали в руки гаджеты и не заходили в социальные сети. И это не потому, что у них не было возможностей, не было желания. У нас 3 раза в день занятия по 1,5 часа и по полчаса отдых. Но пожалуйста. Вот этого полчаса было достаточно для того, чтобы отдохнуть. Все были увлечены занятиями, задачами. Никому не хотелось вставать из-за компьютеров, но не потому, что мы зависали в соцсетях, а потому, что мы занимались информатикой, математикой, программированием. И все были по-настоящему увлечены. И несмотря на то, что у нас уровень слабее, нам тоже было очень интересно, и мы смогли подтянуть нашу информатику. И я по-настоящему увлеклась программированием. Я думаю, с нового учебного года заниматься или самой, или пойти к учителю и заниматься с ним. И мне бы хотелось и на будущий год посетить это место и поработать, и поучиться. Среди участников был и ученик 5-й школы Вадим Кобесов, победитель чемпионата России в паралимпийских соревнованиях по легкой атлетике, которые прошли в городе Смоленске. Как признался сам Вадим, он очень сильно волновался, но думал только о победе. Я принял участие в соревнованиях, которые проходили в Смоленске. Пробежал дистанцию на 1500 метров и занял 1-е место. Меня тренируют Игорь Цахилов, Алам Бибилов и Павлик Кукуев. Министр образования Наталья Гасева выразила благодарность всем организаторам летней школы точных наук, педагогам учеников, а также родителям. Вы уже пример, вы уже образец. То есть выйти за пределы своего государства, показать где-то лицо своего государства, да, представить все в таком свете, что у нас есть и победы, и таланты, и успехи на таком уровне, это уже большое достижение. Вот это и есть ваша любовь к родине, ваш патриотизм. Вот в этом он проявляется. Не словами, а делами. Вы это успешно одолели, преодолели себя и достигли того, чего вы достигли. Нане Гавриловне отдельное спасибо. Мы рассчитываем, ребята, на вас, еще раз подчеркиваю. И очень бы хотели, чтобы, закончив школу, каждый из вас, получив образование, расширив свою информацию не только в математике, свои познания в математике, но и в других науках, вернулись на свою родину. И все, что вы умеете, все, чему вас научили, отдавали тому краю, который вас воспитал. То есть ваши родители вами гордились, а мы вами гордимся всегда. У ребят есть успехи и в информатике. В завершении встречи учащиеся обратились с просьбой к Министерству образования, чтобы в новом учебном году организовали Олимпиаду по информатике. Министр образования Наталья Гасева пообещала, что в скором будущем вопрос будет решен. Агунда Губозова, Алим Бетеев, информационный выпуск сегодня.
Ну а наши кадеты провели свои каникулы в Абхазии. Летний отдых за пределами республики стал для них традиционным. Ребята посетили местные достопримечательности, а также возложили цветы к памятнику югостинским героям-добровольцам. Подробности в нашем следующем репортаже. Каждый год учащиеся кадетской школы выезжают на летний отдых за пределы нашей республики. На этот раз они местом отдыха выбрали Абхазию. Поехало 20 человек, в их числе отличники, малоимущие и сироты. Во время поездки их сопровождала замдиректора по воспитательной работе Нея Цхабребова. Разместились они в Гагре в санатории «Энергетик». В течение 11 дней с 26 июля по 5 августа наши кадеты посетили все красивые места в Абхазии. Убрали территорию памятника, который установлен югосетинским героям-добровольцам, павшим во время Грузино-Абхазской войны в 1992 году. От поездки в Абхазию у ребят остались море положительных эмоций. Мне там очень понравилось. Там было очень красиво. Мы побывали в Новом Афоне, в Сухуми, в Пицунде, в Гаграх. Больше всего в Новом Афоне мне понравилась Новоафонская пещера. Мне также очень понравилось озеро Рица. Водопад Девичьи слезы, водопад Мужские слезы. Побывав первый раз в Абхазии, я получила незабываемые впечатления. Абхазия врезалась в мое сердце как самая красивая страна в мире. Многих я еще не посетила, но Абхазия показалась мне очень красивой страной. Особенно мне понравилось во дворе нашего пансионата. Там очень красиво. Поездка в Абхазию принесла очень море удовольствий, было очень весело, увлекательно. Мы посетили также дачу Сталина. В Абхазии я была второй раз, но в тех местах, которые мы посещали, я еще никогда не была. Мне очень понравилось, море было очень красивое, особенно было очень приятно наблюдать за закатом. Это все, конечно, благодаря нашей классной руководительнице. Спасибо ей большое. Вообще спасибо большое всем тем, кто организовал нашу поездку, а также нашим абхазским друзьям, которые помогли нам на месте. Замдиректора по воспитательной работе кадетской школы Нея Цхабребова выразила благодарность Министерству обороны и всем тем, кто оказал им поддержку во время поездки. Хочу в самом начале поблагодарить наше Министерство обороны, которые мне помогли в организации этой экскурсии. Экскурсии с отдыхом. Посетили почти все города Абхазии, посмотрели все интересные места в этих городах. Я думаю, что детям было очень интересно. Хочу поблагодарить моих абхазских друзей, которые оказали мне тоже помощь в организации отдыха моей школы. Это Чичпа Нукзар, начальник милиции Гагри, и Чугбас Тамур. Они мои бывшие ученики. В свое время я работала в Гагри. После отдыха с новыми силами кадеты приступят к занятиям в новом учебном году. Анжела Кокоева, Арсен Гасев. Информационный выпуск сегодня. Настало время узнать прогноз погоды на завтра. В Знаурском районе переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 27, ночью плюс 18. В Дзавском районе же ясно, днем плюс 31, ночью плюс 20. В городе Квайса ясно, днем плюс 28, ночью 19 градусов тепла. В Ленигорском районе переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 23, ночью плюс 14. В Цхинвале, говорят синоптики, завтра будет не так жарко, днем плюс 29, ночью плюс 20. Это были все новости к этому часу. День сегодня выдался насыщенный событиями. Желаю вам только хороших новостей. До свидания.